Недавно ученые провели потрясающий эксперимент. У человека взяли ДНК, разместили на удалении несколько десятков метров. То есть вот наблюдают, как ведет себя ДНК. Человеку дают стрессовые ситуации, он начинает реагировать эмоционально. И наблюдают, что делает ДНК. ДНК начинает скручиваться, разгибаться, сгибаться. То есть она начинает реагировать, будучи на расстоянии. То есть для ДНК понятие, причем на любом расстоянии мгновенная реакция. Расстояния практически нет. То есть, значит, вывод какой? На информационном уровне все живые существа являются единым целым. Что такое человек? Это ведь тоже сообщество микроорганизмов, бактерий, микробов, вирусов и так далее. И вся эта колония вирусов называется человеком, потому что она, в определенном объеме находится. В информационном поле. Потому что именно информационное поле определяет, идентичность объекта. Так вот, ДНК на любом расстоянии ведет себя так, как будто она находится в теле человека. Реакция мгновенная. О чем это говорит? Если, человек, любая часть его тела на расстоянии также реагирует, значит, человек в принципе, но как она может реагировать? И это невозможно с точки зрения современной науки, материалистической. Невозможно. А с точки зрения понятия души, единого поля, в котором мы существуем, которое первично, это все укладывается. Реагирует полевая структура, а ДНК уже отображает. Другая ситуация. Люди, тоже эксперименты, были поражены ученые чем? Человек испытывает агрессивные эмоции, и у него появляется новый ген. То есть гены, мы же привыкли как? Бог когда-то создал Вселенную, самоустранился, она сама живет и существует. Также и думали по этой схеме, что вот ДНК когда-то, дало, ребеночек развился, родился, все, ДНК замолчала. Каждую долю секунды ДНК участвует в процессе наших мыслей и эмоций. Более того, новые гены появляются или даже исчезают в зависимости от нашего эмоционального состояния. Вывод какой? Нашим эмоциональным состоянием мы управляем своим генотипом. Я в 3-й книжке описывал, когда женщине делают генетические анализы, говорят, что ребенок инвалид, немедленный аборт, она отказывается, молится несколько дней, потом чувствует облегчение, через месяц, через сколько делают повторные анализы, и они показывают, что ребенок здоров. Значит, все генетические отклонения у людей связаны с чем? С их эмоциями. Эмоции – это мировоззрение, отношение к миру. Что такое ДНК? В переводе на наш язык энергетики. Кто подскажет? Мы привыкли говорить программа. Так вот, если вот мы сейчас сидим с вами, общаемся, это ситуация. Это ситуация. Так вот, если эта ситуация повторится 1000 раз, не 1000, несколько десятков раз, она станет эмоцией. А если эмоция повторится 1000 раз, она превратится в ген. Поэтому наша ДНК – это есть чувство, эмоция, по большому счету, общая, которая закодирована. В ДНК есть 2 главных эмоции, 2 инстинкта. Инстинкт продолжения рода, инстинкт самосохранения. Вот то, что несет в себе ДНК, инстинкт познания Бога. Так вот, ДНК – это спрессованные ситуации, миллионы ситуаций. И все это реагирует. Не просто вот миллионы лет, тянутся, и в конечном точке они на что-то реагируют. Выясняется, что миллионы лет, запрессованные в крошечную ДНК, реагируют на данную ситуацию. То есть реагируют на эмоции человека. О чем говорит этот факт? Этот факт говорит о том, что спрессованные в точку миллионы лет и 1 секунда могут взаимодействовать на равных. Вывод какой? Вся Вселенная может общаться с человеком на равных, с одним. Бог может общаться с человеком лично. Один человек может уничтожить всю Вселенную. Что это в переводе означает, если перевести это на научный язык? Это называется принцип голографичности Вселенной. Вселенная едина не только во времени, не только в пространстве, но и во времени. Поэтому миллионы лет, спрессованные в одну точку, работают и взаимодействуют с 1 секундой. Представляете, какие возможности и какие опасности одновременно кроются за этим принципом? Это говорит о том, что наши эмоции
Для нас эмоции что-то незаметное и невидимое. А на самом деле эмоции – это миллионы спрессованных в одну точку ситуаций. Поэтому мощь эмоций неимоверно больше, чем любая конкретная ситуация. Какой из этого может следовать вывод? Вывод простой. Наши эмоции мы можем менять весь мир. И убить мир, и спасти, и возродить. Одной эмоцией. В Библии это описывается как принцип 10 святых, которые могут спасти город только своим присутствием. Ученые это называют эффектом 100-й обезьяны. Если даже 100 обезьян что-то поняли, то мгновенно начинают понимать все остальные представители, так сказать, этой породы. Мы едины на тонком плане. И если мы умираем все. Система поддерживает часть поддерживает систему, целое.